прямом эфире телеканала «Милет» программа «Безымок». Мы с нашей правой, я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы поговорим о перспективах развития юриспруденции в Крыму, о том, с какими трудностями сталкиваются крымские адвокаты, а также подробно расскажем о конкурсе для молодых юристов-студентов. Прояви себя, получи свой статус. Гость нашей студии – адвокат адвокатского бюро «Статус» Артем Пепа. Артем Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер, Оксана. Артем Сергеевич, я знаю, что ваше адвокатское бюро «Статус» объявило конкурс для молодых юристов-студентов. Давайте посмотрим маленький ролик об этом конкурсе и затем продолжим нашу беседу. Давайте. Если ты студент Крымского юридического вуза и мечтаешь стать адвокатом, то адвокатское бюро «Статус» приглашает тебя принять участие в конкурсе. Отправь заявку с мотивационным письмом, получи конкурсные задания и реши их лучше всех, успешно выступи в судебных дебатах и стань частью команды адвокатского бюро «Статус». Прояви себя, получи свой статус. Артем Сергеевич, вот расскажите более подробнее, в чем суть этого конкурса, да, и что он даст молодым юристам, студентам сейчас, я так понимаю, 4-6 курса, да? Да. Я бы хотел выразить вам благодарность за то, что вы предоставили нам возможность выступить и рассказать подробнее об этом конкурсе. Что он из себя представляет и как мы к нему пришли. На самом деле мы понимаем необходимость развития юриспруденции, юридической профессии в Крыму, в том числе, конечно же, и профессии адвоката. И мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы эта профессия развивалась и чтобы она приносила пользу людям. Не секрет, что студенты – это наше будущее, да, что это те ребята, которые сегодня учатся, но завтра придут в нашу профессию и, соответственно, будут ее продвигать. Поэтому мы приняли решение в рамках социальной ответственности, что им необходима помощь для того, чтобы они смогли найти свое первое рабочее место. Мы все помним, как мы были студентами и как было сложно нам найти первое рабочее место. Не имея опыта работы. Да, не имея опыта работы, поскольку многие работодатели берут на работу уже либо опытных с определенным опытом, да, либо же, если и берут каких-то студентов, то совсем с низким уровнем заработной платы, либо вообще без таковой, для того, чтобы просто иметь такую, условно говоря, бесплатную рабочую силу. Мы прекрасно осознаем это и хотим, чтобы у наших студентов был шанс найти свое первое рабочее место, реализовать себя в профессии и добиться уже определенных жизненных целей. Поэтому, конечно же, нас интересуют студенты юридических вузов, 4-6 курсов, возможно, студенты, которые обучаются в магистратуре, неважно, очная форма обучения, либо заочная. И, соответственно, мы ищем талантливых, одаренных, молодых, с горящими глазами, которые не побоятся принять участие в конкурсе, выиграть и получить возможность официального трудоустройства в нашем адвокатском бюро в должности помощника адвоката. В перспективе, конечно же, они могут стать адвокатами, поскольку для получения данного статуса необходим 2-летний стаж в области юриспруденции, как раз его можно получить, работая помощником адвоката, и уже будучи адвокатом реализовать себя. Но для этого, конечно, нам нужны студенты, которые именно мечтают быть адвокатом. Не судьей, не прокурором, не следователем, именно адвокатом. Мы заручились поддержкой Комитета Госсовета по образованию, молодежи, науки и спорту, заручились поддержкой профильных вузов, это РГУП, КФУ, и, соответственно, с их помощью мы надеемся, что мы сможем помочь студентам все-таки реализовать себя, найти свое первое рабочее место и приблизиться к своей мечте, поскольку вот в данном ролике мы в том числе и указали о том, что если ты мечтаешь стать адвокатом, самое главное, чтобы у тебя была мечта, сделали его в такой шутливой форме, поскольку мы считаем ее наиболее доступной для студентов, чтобы на понятном им языке, поскольку это поколение онлайн, поколение, которое непосредственно много времени проводит в социальных сетях и интернете, и, соответственно, вот через такой путь мы хотим достучаться к ним. Участниками конкурса могут стать студенты любых вузов, да, не только тех, с которыми вы сотрудничаете и заручились поддержкой, да? Да. Или есть ограничения? Нет, ограничений нет. Любые студенты юридических факультетов. Если есть желание, то мы с удовольствием ждем их.
А скажите, пожалуйста, как возникла идея создания вообще этого конкурса и каковы его этапы? С чего нужно начинать, куда обращаться, как подать заявку для участия в нем? Идея возникла благодаря тому, что мы смотрим на успешные юридические фирмы, которые работают на материковой части России, на международные фирмы, которые с определенной периодичностью организовывают такие конкурсы для того, чтобы, во-первых, это в рамках их социальной ответственности, они все-таки пытаются развить профессию и дать возможность молодым студентам реализовать себя. Соответственно, мы, перенимая этот положительный опыт, для себя понимаем, что, конечно же, этих студентов необходимо будет многому обучать, поскольку то, что им дают в университете, это одно, на практике, что они должны получить и чему научиться, это совершенно другое. Конечно, мы готовы вкладывать в них свое время, готовы вкладывать свои средства для того, чтобы из них получились такие, знаете, крепкие специалисты, боеспособные единицы нашей профессии, которые в последующем станут хорошими адвокатами и смогут с честью нести нашу профессию и представлять интересы граждан. Артем Сергеевич, перед тем, как мы перейдем к этапам конкурса, я хотела бы напомнить нашим телезрителям о том, что мы сейчас работаем в прямом эфире, и вы можете прямо сейчас позвонить к нам в студию и задать вопросы по заданной теме. Что касаемо этапов. Мы приняли решение, что изначально в период с 6 февраля по 27 февраля это период приема заявок от студентов. Им необходимо указать свои анкетные данные и направить мотивировочное письмо с указанием, почему именно они хотят принять участие в этом конкурсе, какую цель они преследуют. Нам важно видеть в людях мотивацию. Возможно, мы будем менее скрупулезно, скажем так, смотреть на моменты, связанные там, с квалификацией, да, либо уровнем знаний, но нам важны горящие глаза. Мы хотим видеть тех ребят, которые хотят к нам прийти, хотят устроиться, хотят получить свою профессию, рабочее место. Далее, после заявок им будет отправлено письмо с подтверждением того, что они все-таки принимают участие в конкурсе, и будут высланы конкурсные задания по уголовному и гражданскому праву, то есть самые основные такие отрасли права, которые сейчас распространены. И после удачного выполнения данных заданий они допускаются к финальному конкурсу в виде судебных дебатов. Будет сформирована судебная коллегия из состава адвокатов нашего бюро. И, соответственно, в рамках тех дел, тех кейсов, которые были в нашем бюро, конкретных жизненных ситуаций и каких-то судебных дел, за исключением, конечно же, фамилий, студентам будет предоставлена возможность принять участие на стороне либо истца, либо ответчика. И уже в рамках смоделированного судебного процесса проявить себя. Ну, это интересно. Да, опять же, нам... Творческий подход такой, практичный. Да, и нам не столько принципиально будет, как правильно он решит эту задачу, либо правильно сможет себя преподнести, как насколько он сможет сориентироваться по ходу самого процесса, потому что ситуации, опять же, в работе адвоката, они бывают очень разные. И очень часто приходится быстро принимать решения, и нет времени обдумать, проанализировать или посоветоваться. И вот насколько студент сможет проявить себя, проявить смекалку в этих вопросах, настолько, конечно же, и нам будет интересно с ним потом в дальнейшем поработать. И уже по результатам данного конкурса мы еще не определились, в каком количестве студентов мы готовы принять себе, но я думаю, что это будет не менее 5 человек. Если же будут кандидаты, которые будут достойны, их будет больше, мы с удовольствием возьмем больше людей, потому что мы понимаем, что нужно дать дорогу молодым, и за этими людьми будущее нашей профессии, потому что, по сути, хоть мы и сами молоды, да, и средний возраст адвокатов нашего бюро составляет 30 лет, но в то же время у молодых есть уже некие перспективные идеи. Они очень хорошо развиты в IT-праве, в каких-то моментах, связанных с современными технологиями. И, конечно же, нам интересно взять вот эту непосредственность, вот эти горящие глаза, вот этот напор и, соответственно, применить в каких-то наших делах для того, чтобы лучше представлять интересы наших клиентов. Угу. А скажите, как долго существует вообще ваше адвокатское бюро и кто в него входит на сегодня? Адвокатское бюро существует с 2011 года в разных организационно-правовых формах. Сейчас это форма адвокатского бюро, которая приемлема в Российской Федерации в Крыму.
Сейчас в состав бюро входит 6 адвокатов. Есть помощники адвокатов, бренд-менеджеры, пиар-менеджеры, иные сотрудники, которые, больше административного персонала. Поэтому сейчас численность составляет порядка 11 человек. И в дальнейшем, конечно же, мы планируем расширяться. И в том числе, если будут интересные кандидатуры, которые выиграют в этом конкурсе, да, и мы готовы их будем принять себе официально. Потому Как что помощников? Да, именно как помощников адвоката. Потому что если они проработают в должности помощника адвоката не менее 2 лет, успешно сдадут экзамен квалификационный, они могут стать адвокатами. Мы идем по пути того, что мы стараемся не переманивать уже состоявшихся адвокатов, да, а взращивать своих, поскольку мы воспринимаем наше бюро как семью, и, соответственно, мы стараемся, чтобы у нас были и выстраивались отношения на полном доверии, поскольку основой нашей деятельности является конфиденциальность, адвокатская тайна, и случайных людей здесь быть не должно. Я думаю, что это очень хорошая возможность именно для начинающих юристов, да, для студентов, потому что не так просто, насколько я знаю, от практикующих адвокатов сдать вот эту специальную, как она называется, комиссия, да, или вот получить вот именно удостоверение адвоката. Да, это будет хорошим опытом, когда они на практике увидят, как работают эти законы, да, и не только будут это знать в теории, но уже и в практике, и от вас смогут перенять этот опыт и затем использовать, им это поможет сдать вот эту квалификационную, пройти эту квалификационную комиссию. Совершенно верно, да, потому что непосредственно работая помощником адвоката, они могут изнутри увидеть все те процессы, с которыми адвокат сталкивается каждый день. Помощник адвоката достаточно, скажем так, большие полномочия, условно говоря, большие, но помощник может принимать участие вместе с адвокатом и на следственных действиях в рамках уголовного дела, то есть там, при допросе, при воспроизведении обстановки и обстоятельств события, при любых моментах, связанных с следственными действиями, кроме того, непосредственно принимать участие в судебном заседании в рамках слушателя, но тем не менее. То есть фактически помощник может быть каждый день с адвокатом и, грубо говоря, из-за кулис наблюдать за всем тем процессом ведения дел, сопровождения гражданских, уголовных дел. Более того, может даже знакомиться с материалами этого дела непосредственно без участия адвоката и оказывать ему иную помощь. И, конечно же, когда помощник будет владеть вот этими навыками, то фактически, когда он подойдет к тому периоду, что ему нужно сдавать экзамен на адвоката, это будет полностью готовый адвокат. То есть фактически он пройдет все те моменты спорные, те моменты, которые мы нарабатывали годами, помощник может получить, вот, работая за 2 года. И фактически для него это будет хорошим подспорьем для того, чтобы в будущем стать достойным адвокатом, достойным представителем нашей профессии. Категория дел, вот, которые ведет ваше адвокатское бюро, это разные дела какие? И уголовные, и хозяйственные, или только хозяйственные? Нет, это, безусловно, разные дела, потому что фактически на оригинальном уровне очень сложно сосредоточиться на какой-то категории дел, да, выбрать себе узкую специализацию, поскольку это не так развито. Где-то в больших городах, там, Москва, Санкт-Петербург и другие, там можно выбирать узкую специализацию, поскольку будет хороший спрос на конкретную услугу и очень много клиентов. В нашем случае мы работаем как и с уголовными делами, так и с гражданскими делами, с арбитражными, трудовыми спорами, семейными и так далее. То есть фактически у нас полный спектр услуг, начиная от каких-то самых незначительных дел и заканчивая самыми сложными сопровождениями сделок. А скажите, пожалуйста, вот за вашу практику, вот за время вашей работы, какой случай вы можете вспомнить или какую-то ситуацию, может быть, когда вот действительно были непредвиденные, вот вы вот никак не могли предвидеть действительно такой реакции, может быть, не знаю, вашего коллеги-адвоката, который, может быть, защищал противоположную сторону, да, в суде, или, может быть, судья как-то отреагировал, вот, да, или, может быть, вот были какие-то препятствия в оказании, в осуществлении вами адвокатской деятельности, да, может быть, куда-то не пускали, что-то еще. Вот были какие-то такие случаи, когда, может быть, через себя надо было переступать, да, где-то, может быть? Безусловно, Оксана. Я вам скажу больше. Фактически каждый день мы сталкиваемся с такими моментами.
поскольку сложность работы адвоката в том, что он фактически борется не просто с второй стороной, да, с противником. Фактически адвокат сталкивается и с судом, который может тоже выносить не совсем законное решение, и потом, конечно же, они обжалуются. Сталкивается с самим собой, со своими страхами, сталкивается еще и с клиентом, который может неправильно понять позицию адвоката, сделать какие-то ошибочные моменты, которые могут усугубить ситуацию. Что касаемо конкретных примеров, мне сложно сейчас говорить, поскольку я связан адвокатской тайной. И если я что-то сейчас такое расскажу без согласия клиента, то особенно в эфире, это может быть воспринято немножко неверно с моей стороны, как нарушение адвокатской этики. Что касаемо каких-то таких сложных ситуаций, связанных с правоохранительными органами либо судами, то, безусловно, в судах каждый день, к сожалению, мы видим некие нарушения закона, как процессуального права, так и материального. Конечно же, мы обжалуем данные решения, отменяем их, но в то же время очень обидно становится за то, что некоторые наши коллеги, да, в виде судейского корпуса могут выносить все-таки неправосудное решение, потому что суд для всех ассоциируется с тем органом, который как вот истина в последней инстанции. Мы все идем туда за правдой. Человек никогда не идет в суд, если у него все хорошо. Он идет с бедой, с проблемой, наталкивается еще на вот эту стену непонимания или незаконности выносимых решений. И, конечно же, это усугубляет мнение человека о правовом государстве, о том, как у нас функционируют законы. К сожалению, мы с этим сталкиваемся. Скажите, пожалуйста, а куда можно вообще пожаловаться на судью? И кто может повлиять, например, отстранить судью? Есть такое, да? Или какая-то квалификационная, опять же, комиссия судей? Вот. Да, безусловно. Первый путь обжалования – это, опять же, если судья вынес решение, с которым вы не согласны, то вы должны обжаловать процессуальный способ, то есть путем обжалования в вышестоящую инстанцию. Апелляционная, кассационная инстанция и так далее. Если вы считаете, что судья нарушил этику профессиональную, то тогда вы можете обращаться в кассационную комиссию судей. Она есть на каждом регионе, в каждом субъекте федерации, которая уже рассматривает ваше заявление и принимает решение, есть ли в действиях судьи нарушение закона, либо нет. Что касаемо правоохранительных органов, мы тоже очень часто сталкиваемся, особенно в уголовных делах, с тем, что ведут себя неправомерно, нарушают закон. И в этом случае прямой путь обжалования, вышестоящий орган – это прокуратура, которая надзорные функции осуществляет, либо же, конечно, судебный порядок обжалования. Он тоже приемлем и тоже используется. К сожалению, не всегда этот механизм работающий, поскольку очень часто такие жалобы рассматриваются формально, в рамках, ну, скажем так, солидарности профессии некой, что тоже, безусловно, конечно же, есть. К сожалению, это бывает. К счастью, не так часто, но бывает. Ну, по сравнению с практикой материковой России, да, вот в целом, наверное, вы анализировали тоже, да, как-то изучали те или иные дела по определенной категории, смотрели, как вашим коллегам удается отстоять эти дела, да, изучали судебную практику. Если сравнить, вот, насколько удается на сегодня защитить права крымчан, да, и реализовать те законы, которые существуют в Российской Федерации, хорошие законы во многом, действительно, в которых предусмотрено очень много, да, насколько удается реализовать это сегодня в Крыму, и, наверное, вот легче это все-таки делать на материке на сегодня, да, вот учитывая вот этот вот переходный период, 2 года, процесс адаптации крымчан, юристов, адвокатов, также судебной системы, правоохранительных органов к законодательству Российской Федерации. То есть, и что, на ваш взгляд, можно сделать сегодня, чтобы улучшить эту ситуацию? В настоящий момент, конечно же, огромная проблема заключается в том, что, по сути, наверное, в новейшей истории права никогда не было такого прецедента, когда за столь короткий период из одной правовой системы одной страны мы переходим в правовую систему другой страны. И более того, мы должны учитывать и то законодательство, которое у нас было до 2014 года, и новое российское законодательство. Поэтому, конечно же, проблем много, и, честно скажу, мы до сих пор каждый день сталкиваемся с теми проблемами, которые с этим связаны именно с вот этим вот адаптационным периодом. К сожалению, сейчас не очень хорошо работают
моменты, связанные с регистрацией, перерегистрацией недвижимости. И вот до меня коллеги выступали, да, и неоднократно рассказывали. Более того, в СМИ мы сейчас видим, наблюдаем момент, как работают МФЦ, как работает Госкомрегистр. Конечно же, проблем очень много. Что касаемо работы судов, здесь более или менее ситуация выровнялась, поскольку приехало достаточно большое количество материковых судей, которые больше применяли российское законодательство, и, соответственно, у них есть больше опыта работы в этом плане. Наши судьи крымские, которые были уже во многом, конечно же, адаптировались, и, соответственно, и адвокаты адаптировались. За 2 года у нас наработана некая, знаете, специфическая крымская практика, потому что вот она отличается от материковой, потому что поскольку... я читаю также вот в интернете зачастую, вот, когда идет диалог, какое-то обсуждение какой-то темы, они говорят, а у нас вот вообще все по-другому, а почему вы не можете это доказать, или почему вы не можете отстоять, да? Наши коллеги-юристы, которые работают на материковой части, они иногда недоумевают, вот действительно, как вы говорите, почему вы не можете решить этот вопрос, это же элементарно просто, это уже давно сложившаяся практика, проблем никаких нет. Но когда они приезжают сюда, сталкиваются с вот этой спецификой, поскольку украинского права они не знали, и сталкиваясь с последствием правоприменительной украинской практики, им становится достаточно сложно. Плюс наше законодательство крымское, которое, опять же, учитывает переход из Украины в Россию, это тоже очень такой важный фактор, и поэтому появляется некая крымская специфическая практика, и, конечно же, вот в этих реалиях жизненных мы вынуждены работать. Сейчас ситуация более-менее выравнивается, но уже прошло фактически 3 года, да, и все равно проблем очень-очень много. И, конечно же, материковым юристам сложно понять нас здесь, а нам, конечно же, хотелось бы, чтобы та наработанная практика российская, которая уже обкатана, отработана, и она работает как часы, чтобы она здесь заработала в полной мере. Не прерывисто, как у нас сейчас это бывает, а четко, без каких-либо проблем, чтобы все работало хорошо. Более того, даже приведу простой пример. С 1 января адвокаты и юристы, имея электронную цифровую подпись, могут обращаться в суды с помощью интернета. Могут заходить на сайты, подавать заявления, регистрировать и так далее. Вроде бы хорошая норма, она заработала. Но фактически сейчас, пока нет у судов вот этих модулей с электронными цифровыми подписями, и эта система не применяется. То же самое Росреестр. Да, с 1 числа вроде бы начал прием документов, тут же через неделю сайт лег, и, соответственно, документы не принимаются. Конечно же, вот в этом и есть. То есть еще надо подтягивать техническое оснащение, продумывать, вот, как это будет на практике все реализовываться, да, все эти законы. Спасибо большое. Артем Сергеевич, в завершении скажите, пожалуйста, несколько слов, вот, что бы вы хотели пожелать, может быть, сказать студентам. Да? Вот вернемся к началу нашей беседы о конкурсе для молодых студентов-юристов. Вот, что бы вы им хотели сказать еще по поводу конкурса, чтобы привлечь молодежь? Я хотел бы порекомендовать, конечно же, принять участие в данном конкурсе, поскольку считаю его уникальным шансом для молодых студентов действительно реализовать себя в нашей профессии. Я хочу, чтобы студенты были проактивными. Я хочу, чтобы они с горящими глазами каждый день врывались в вот эту бурную среду юриспруденции, находили нестандартные решения и, конечно же, нарабатывали опыт, чтобы они всегда были креативными в этом плане, потому что креатив, несмотря на консерватизм нашей профессии, безусловно, очень важен. И любой нестандартный творческий подход, а кто, как не студенты, могут его применить, он может иногда сыграть решающую роль в разрешении конкретного дела. Поэтому я бы однозначно советовал принимать решения, однозначно советовал не бояться, приходить, побеждать и получать свой статус и занимать место в команде.
Спасибо большое за ваш разговор, за нашу сегодняшнюю беседу, да, за то, что вы к нам пришли и поделились полезной информацией. Телезрителям же я напомню, что мы говорили сегодня о перспективах развития юриспруденции в Крыму, а также о конкурсе для молодых юристов, студентов «Прояви себя, получи свой статус». На вопросы отвечал адвокат адвокатского бюро «Статус» Артем Пепа. У меня на этом все. До встречи в следующую пятницу в 19:00. Хорошего вам вечера.